Столица Ингушетии вошла в число городов России с лучшей динамикой в системе индекса качества жизни. Согласно данным Российской госкорпорации развития Web.рф, по итогам года в этом списке оказались 7 городов: Магаз, Артем, Казань, Нижневартовск, Тверь, Тобольск и Черноголовка. В числе учитываемых критериев повышение доступности и качества образования, обновление общественного транспорта и решение вопросов экологии. Также динамике способствует эффект от реализации масштабных правительственных программ и проектов с участием бизнеса. В 2024 году в 9 муниципальных образованиях Ингушетии благоустроено 20 общественных территорий в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Минстрой Республики. В рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды создано 5 новых скверов и проведен капитальный ремонт 12 улиц. В 2025 году реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды продолжится в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализация которого рассчитана на 2025-2030 годы. Паводок и половодье включили в перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, благодаря чему можно будет застраховать сельскохозяйственных животных от гибели в результате этих опасных явлений. Такой закон принят единогласно на пленарном заседании Госдумы. Закон также предусматривает снижение максимального размера безусловной фиксированной части ущерба, которая не подлежит возмещению по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с 50% до 30% от страховой суммы. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о новых ограничениях для иностранных агентов. Теперь иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открывать специальный рублевый счет для зачисления на него ряда доходов. Воспользоваться ими можно будет только в случае снятия статуса иностранного агента. Депутаты Госдумы предложили разрешить семьям получать остатки мат-капитала на руки, независимо от того, сколько средств осталось на сертификате. В Госдуме считают, что справедливо выплатить эти деньги семьям, если им больше не на что потратить мат-капитал. Напомню, с сентября этого года с остатков мат-капитала можно получить только 10 тысяч рублей. В России резко вырастут административные штрафы за продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним. В первом чтении принят законопроект, согласно которому максимальный размер санкций для физических лиц составит до 300 тысяч рублей, для юридических – до 2 миллионов. Вследствие принятия такого закона штрафы вырастут для граждан с 40-60 тысяч до 200-300 тысяч рублей, для должностных лиц со 150-300 тысяч рублей до 500-700 тысяч рублей, для юридических с 400-600 тысяч до 1,5–2 миллионов рублей. При повторной продаже детям никотин-содержащей продукции будет грозить уже уголовная ответственность. Продавцу могут назначить исправительные работы на срок до 1 года. Правительство продолжит развитие инфраструктуры в финансовом секторе. Кабмин ведет системную работу по переводу банковских услуг в цифровой формат, расширяя применение передовых технологий и инноваций. Разработаны и используются различные схемы электронных расчетов, включая систему быстрых платежей. Для развития финансовых сервисов и услуг активно совершенствуется правовое поле. В 2024 году вступил в силу закон, разрешающий российским импортерам и экспортерам использовать цифровые активы во внешнеторговых операциях, что является хорошей альтернативой для бесперебойной оплаты поставок товаров. Глава правительства Михаил Мишустин отметил необходимость продолжить динамичную реализацию проектов и инициатив по развитию платежной инфраструктуры в соответствии с запросами граждан и бизнеса.